В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Анастасия Кобызева. В России быстрыми темпами растет рынок безналичных платежей. По данным Банка России, доля таких платежей по итогам первого полугодия 2019 года составила 68%. Онлайн-оплата услуг ЖКХ, оплаты с помощью терминалов эквайринга через QR-код становятся все более востребованы населением. О новых возможностях и сервисах, предоставляемых Сбербанком, мы сегодня поговорим с заместителем управляющего якутским отделением Сбербанка Николаем Иванчиковым. Николай Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. В Сбербанке успешно реализуется проект «Безналичный город». Можете более подробно о нем рассказать? Действительно, этот проект реализуется в Сбербанке. Он включает в себя несколько отраслей. Вы их уже перечислили. Это обслуживание в эквайринговой сети, это оплата с помощью нового сервиса QR-код, это агентская сеть и кэш-аут, и также онлайн-оплата услуг ЖКХ. Как раз-таки про оплату услуг ЖКХ. Насколько сейчас этой услугой пользуется население? Население пользуется довольно охотно. Более 100 тысяч платежей в месяц жители республики оплачивают в Сбербанке, и эта цифра постоянно растет. Чтобы подключить эту услугу и чтобы оплачивать, не выходя из дома, нескольким ресурсно-снабжающим компаниям, что нужно сделать для этого? Если вы хотите оплатить, не выходя из дома, вы можете подключить услугу автоплатеж. Это сделать можно как в адрес одной компании, так и нескольких. Вы можете подключить также автоплатежи для своих близких или родных. Если все-таки вы решили прогуляться и выйти из дома, можете зайти в любой филиал банка, вам с удовольствием помогут. И не только сотрудники банка. С начала прошлого года у нас совместно с АО «Водоканал» реализован проект, в котором сотрудники водоканала работают и консультируют население по услугам ЖКХ, находясь у нас в офисах. Их таких экспериментальных, скажем так, офисов в городе пока 5. Что касается жителей отдаленных районов нашей республики, они могут воспользоваться такой услугой? Безусловно, это зависит лишь от работоспособности приложения, для которого нужен интернет. Вы можете, находясь как в отдаленных районах, так, возможно, и за границей, регулярно оплачивать услуги ЖКХ. Добавим, что по всем интересующим вопросам можно обратиться к специалисту банка по номеру, который появится в нижней части наших экранов. Продолжая тему, говоря о жителях отдаленных районов, была информация о том, что снять наличные можно не через банкомат, а через кассы сельских магазинов. Расскажите, пожалуйста, более подробно об этом нововведении. И получается, что сейчас банкоматы и вовсе не нужны? Скорее всего, к этому мы когда-нибудь придем. Действительно, сейчас нашим клиентам доступен сервис, где можно с использованием обычного терминала, который расположен просто в магазине, снять деньги до 5000 рублей в сутки с одной карты. Мы уже подключили десятки предпринимателей к этой системе и охватили почти 35 населенных пунктов. В планах на конец этого года и начало следующего года оплата услуг ЖКХ через такие терминалы, а также пополнение карт. Очевидно, что очень много плюсов для местного населения, а интерес какой у предпринимателей? На мой взгляд, интерес, он тоже очевиден, и в первую очередь это тарифы льготные по эквайрингу, это бонусы, которые могут достигать 80 тысяч рублей и зависят от оборота. Эватор – это онлайн-смарт-касса, которая тоже сейчас предоставляется Сбербанком, дополнительная к нашим услугам по эквайрингу либо агентской сети, и получая эту услугу, вы полностью соответствуете федеральному закону номер 54, как индивидуальный предприниматель, и у вас не возникает никаких проблем с налогообложением, и вы полностью интегрируетесь в экосистему банка. Ну и что касается отдаленных районов, где небольшое количество торговых точек, магазин с таким функционалом, скорее всего, будет привлекать гораздо больше посетителей, нежели другие. А какие требования выдвигает банк? Особых требований нет. Главное – это желание и упрощенная система налогообложения, либо УСН плюс ЕНВД. Еще раз напоминаем, что по всем интересующим вопросам вы можете обратиться к специалисту банка. В нижней части экрана вы сейчас увидите контактные данные.
Вот также хочется поговорить о других новинках, ведь у Сбербанка каждый год появляются все новые и новые услуги. Вот расскажите про это, пожалуйста. Действительно, этот год не стал исключением. Набирает обороты продукты экосистемы Сбербанка, в которые входит, наверное, уже всем известный сервис Беру. Сейчас к нему добавился интересный продукт – это онлайн-кинотеатр ОККО. И, безусловно, в первую очередь хочется сказать о оплате услуг с помощью QR-кода. Это альтернатива традиционному эквайрингу, когда с помощью двумерного штрих-кода ссылки, любой продукт, товар или услугу можно оплатить в приложении Сбербанк онлайн и не имея с собой даже банковской карты. Угу. Вот еще есть такая возможность, как покупка в кредит онлайн. Надо будет зайти на сайты наших якутских компаний, и тот товар, который нам нравится, можно будет приобрести. Да, действительно это так, и не только якутских. Вы переходите на сайт, либо интернет-магазин, он может быть даже в Инстаграме. После этого безопасная ссылка переведет вас в Сбербанк онлайн, где в течение 3 минут вы получите одобрение по кредиту, и эти деньги будут направлены сразу же компании, которая предоставляет услуги. Помимо сетевых больших магазинов, таких как Samsung, Тестур, там достаточно большой перечень. Также доступны наши якутские компании, в числе которых Баск, Телезавр, Телмарт. Ну, этот список тоже достаточно большой. А если говорить с точки зрения владельцев магазинов, как подключить эту услугу? Все по тем же контактам, которые недавно были в нижней части экрана, когда мы говорили про кэш-аут. Еще в последнее время популярным становится оплата покупки с помощью QR-кода. Вот что это такое и везде ли этим можно воспользоваться? Ну, пока еще не везде. Действительно, это связано лишь с тем, что некоторые наши клиенты пока еще пользуются классическими способами оплаты, в числе которых обычные банковские карты. Но по факту это доступно во всех магазинах, это тоже можно легко подключить. И для предпринимателя это означает, что его издержки будут снижены ввиду того, что у него будут понижены тарифы за обслуживание, ну, разного рода экономии, которых достаточно большой перечень. Ну, пройдет, наверное, еще немного времени, и QR тоже активно войдут в нашу жизнь. А вот в чем преимущество для ваших партнеров? Как я уже сказал, это скидки по тарифам, это отсутствие какого-либо оборудования, за которое так или иначе начисляется разного рода абонентская плата в отдельных случаях. Если нет оборудования, соответственно, этих расходов у вас нет, и вы получаете практически, не практически, ну, за исключением небольшого тарифа за ссылку, инструмент для удобных покупок для клиентов. А в каких сферах активно используют вот эти QR-коды? Этот перечень постоянно расширяется, но пока лидируют туроператоры. Туроператоры, хорошо. Еще за покупки по картам Сбербанка начисляются бонусы «Спасибо». В каких случаях я могу получить повышенные бонусы? Опять же, если вы совершаете покупку с помощью QR-кода, вы получаете повышенные бонусы. Сейчас как раз идет предновогодняя акция, и все покупки, оплаченные до Нового года, за них будут начислены повышенные бонусы. Плюс у нас есть приложение, которое называется «Спасибо Мания», с элементами геймификации. Поиграв и выиграв в него, вы можете получить повышенные бонусы в совершенно разных отраслях, либо выбрать эти отрасли сами. Угу. Еще ведется ли статистика по количеству платежей в торговых компаниях с помощью карт Сбербанка? Ну, конечно, такая статистика ведется, это общедоступная, и в целом по стране эти цифры примерно одинаковые в разрезе регионов. Скажу о том, что мы перешагнули порог, что больше 50% всех оплат происходит безналично, и город Якутск один из лидеров вообще в принципе в стране. Мы входим в топ-30 городов, так называемых, которые в шаге находятся от безналичного сознания. Вот вообще, наверное, у многих жителей нашей республики сразу возникает вопрос о защищенности вот таких платежей. Вот такой вопрос: защищены ли мы? Вот сейчас киберпреступность, она ведь очень популярна.
Конечно, вопрос очень острый. Ну, разбирая буквально каждый случай, которые происходили вообще в целом банковской системе, мы понимаем о том, что в большинстве из них мошенники пользуются доверчивостью, ну, либо Людей, да. Да, людей. Поэтому, соблюдая простые правила безопасности, вы оградите себя от этого. Ну а вот инструменты, которые мы сейчас с вами проговорили, они все привязаны к телефонам, и мне кажется, это наиболее защищенный сейчас способ, потому что либо отпечатки, либо лицо, либо длинные пароли, они однозначно гораздо защищеннее, чем если мы с собой носили раньше карты. Некоторые люди писали на них пин-коды, поэтому, наверное, сейчас стало в этом плане гораздо безопаснее. Николай Владимирович, а можете тогда напомнить о некоторых простых правилах? Ведь даже на нашем телеканале, да, чуть ли не каждый день выходят сюжеты, новости об обманутых, да, людях. Вот напомните несколько правил. Эти правила достаточно простые. Во-первых, не хранить пин-коды рядом с картами. Да. Конечно. Сохранить у себя телефон того банка, с кем вы общаетесь, чтобы он у вас был записан в адресной книге. И когда от него будут приходить сообщения, вы будете знать, что это сообщение от него, а не от похожего номера, потому что мошенники часто моделируют эти номера. Ну и не совершать покупки на сайтах, которые не верифицированы банками. Ну, об этом, соответственно, в сайтах есть упоминание, просто нужно об этом прочитать. Ну и в завершении нашего выпуска расскажите о новых сервисах, которые только появились и которым только предстоит войти в нашу жизнь. Я уже в начале нашей беседы затронул, их достаточно много в экосистеме банка. Я сейчас расскажу о двух наиболее интересных, на мой взгляд, которые можно легко воспользоваться до конца года. Первое – это телемедицина DocDoc. Вы подключаете этот сервис и получаете онлайн-консультацию более чем 300 врачей по самым разным направлениям, совершенно бесплатно, расшифровку анализов, второе – экспертное мнение, назначение лекарств, все что угодно, кроме больничных. Это делают специалисты DocDoc. И второй сервис – это онлайн-кинотеатр ОККО, который сейчас тоже вошел в экосистему Сбербанка. И мы своим клиентам предлагаем бесплатную до Нового года подписку. Будет интересно всем, в том числе, наверное, и мужчинам, поскольку права на английскую премьер-лигу только пока у онлайн-кинотеатра ОККО. За этими продуктами вы можете обратиться в абсолютно любой филиал, подключить их на специальных новогодних условиях. Николай Владимирович, огромное спасибо. Мы будем ждать все новинки. Надеюсь, что они помогут и сделают проще нашу жизнь. А я напомню, что это была программа «Актуальное интервью» с гостем студии, заместителем управляющего якутским отделением Сбербанка Николаем Иванчиковым. Мы говорили о новых возможностях и сервисах, предоставляемых Сбербанком. Не переключайтесь.